Команда проекта «Удмуртия со вкусом» начинает свое путешествие по Удмуртской республике. У нас в мире и дружбе живут представители 137 национальностей, и мы знакомимся с нашей малой родиной через традиционную кухню. Ведь что объединяет людей разных профессий, возраста и национальностей? Идея общего застолья и приготовления вкусной еды. Сегодня мы едем в гости в Юкаменский район, в деревню Тылыс, в центр нашего Удмуртского родникового края. Тылыс – место древнего селища бесермян, уникального народа России. Вода в родниках чистая, как слеза, и божественная, как любовь. На территории туристического комплекса Тылыс, который в переводе с бесермянского означает «шалаш», бьет более 30 родников. Один из самых значимых – это родник веры, надежды, любви. Конечно, приехав в Тылыс, мы не могли не зайти в княжий терем и отведать блюда национальной кухни. Для бесермян, занимавшихся в основном пашенным земледелием, традиционный рацион состоял из хлеба, нянь и хлебобулочных изделий. Пекли шанги, пироги с разными начинками, варили супы и каши. Мясо в основном ели по праздникам. Из напитков употребляли квас сюкась, брагу, кумышку и пиво сур. У входа в княжий терем нас встретил народный фольклорный бесермянский ансамбль «Лампачей». Здесь буречь. Здравствуйте, гости дорогие! Мы рады вас приветствовать на древней, гостеприимной бесермянской земле. Хоть сегодня на улице и солнышко, но все равно уже зябко чувствуется, зима пришла. И, конечно, горячий самовар – это просто замечательно. Кто самовар-то, кстати, топил? У нас Тимур есть. А сейчас Маша будет разливать нам. Отлично, давайте будем пить чай с удовольствием. Вот традиция древняя, это у бесермян. Обязательно дорогих гостей, тем более с мороза, встречали горячим чаем. А у нас чай на травах еще. Это традиционные травы, которые растут у нас. Вот. Мята, зверобой, душица. Да, вот сейчас попробуйте и все узнаете, почувствуете. Ой, хорошо, ароматный. Вот, сахарку положите, пожалуйста. Еще сейчас я покажу, как у нас предки пили чай правильно. Нас, бесермян, говорят, люди восточные, выливали сюда, да, наливали чай в тарелочку, вот так вот. Вот. Потом брали кусочек сахара, макали сюда, откусывали и брали вот тарелочку так. Помимо этого у нас еще на столе, как видите, есть как табани, куарнянь. Это тоже как к чаю использовать можно. Попробуйте. У нас вот на празднике обычно еще готовят наши участники, называется у нас это полушка. Да. Вот тоже... бесермянский вот это говорят. Я удмуртов тоже не встречала. Ну, это как тоже ну, как... это как да, запеканка, она делается в большой печи. Да. В глиняном... Да. Из чего запеканка? Там картошка, мясо обязательно гусиное должно быть. Да. Вот. Яйца еще. И вот оно глиняный вот такой вот, раньше были эти горшки, и вот это все туда как бы выливается и запекается определенное время. Очень вкусно. И это надо горячим кушать. Ну что, девушки, научите готовить такое? Конечно. Обязательно, без проблем. Да. Без проблем. Чай допить надо. Итак, сегодня мы готовим бесермянскую кухню. Люба нам покажет мастер-класс. Что мы сегодня будем готовить? Так, Люба? мы сегодня будем готовить табани и куарнянь. Ну, я вижу, что здесь уже есть готовое тесто. Тесто готово уже. А какие-то секреты приготовления теста есть? У каждой хозяйки свой секрет приготовления и табаней, и куарняня. Но так и быть, я вам свой секрет расскажу. Основа теста – это вода и мука. Без яиц? С яйцом. Я кладу одно яйцо, соль. Также добавляем коноплю или льняные семечки. Так. Замешиваем его, значит, чтобы было
чтобы не прилипало к рукам. И кладем в холодное место отдыхать минут на 15, на полчаса. Потом, значит, мы его достали. Снова мы его обминаем. Так вот, снова мы его обминаем ручками. И делаем вот такие вот Маленькие шарики. маленькие шарики, которые мы потом раскатываем в тонкий сочинь. Ну, я думаю, чтобы у нас совсем уже получилось все идеально, нам нужно хорошее настроение Хорошее настроение обязательно. и хорошая песня, я думаю. Хорошая песня. Ну, хочу сказать, что сразу видно, что Люба профессионал, а у нее 4 готовых заготовки, у меня всего лишь 3. Секрет в том, что раскатывать нужно до тех пор, пока Не хрустят семечки в тесте. семечки захрустели, значит, Сочинь готов. да. Что делаем дальше? Так, дальше мы их запекаем. По правилам их нужно печь в печи, которая уже готова. То есть угли убраны, закладывается выпечка и печка закрывается. Но нам с вами некогда Ждать, пока у нас Поэтому печка. мы будем печь перед огнем, перед открытым. Сковорода должна быть без масла. Кладите. Она горячая? Горячая, на горячую Так, сковородку. так. Так, и закладываем, значит, мы в печку. Готовится быстро. Надулся, чуть-чуть подрумянился, и можно доставать. Название куарнянь произошло по-удмуртски, по-бессермянски. Куар – это лист. Получается тонкий, как лист. Поэтому такое название как бы у блюда. Традиционно вот у меня семья тоже бессермянская, готовили на Рождество. И вожок, когда ходит, вот эти куарняньки раздают. Сейчас, значит, мы смазываем его. И следующий. Так, я беру. Берете. Так, надеваю вот так. Да. Ой-ой-ой. Так, Я вам положу куарнянь. раз, отличненько. И вот я кладу сюда куда-то, да? Да. Прекрасно. Так, и ждем. Готово. Внимание. И как снимать? А вот так. О, какое у меня красивое получилось. Хорошо встречают в Тылысе. Горячий чай, печечка горячая. Замечательно. А какое душевное тепло, а душевное пение. А сейчас мы будем готовить удмуртские табани. Многие знают, что это такое уже, но я думаю, что у бессермян тоже есть какая-то своя специфика. Готовить табани мы сегодня будем с Дианой. Диана, скажите, как вы сделали это тесто? Здравствуйте. Мы это тесто замешиваем заранее. Получается, мы берем немножко воды, яйца, обязательно молоко и муку. Муку пшеничную, дрожжи обязательно, чтобы оно было пышное. Ну, И по вкусное. консистенции получается вроде бы тесто как на оладье. Да, очень То есть- похоже. И где-то около часа у нас это поднимается, и потом мы начинаем печь у русской печки. Вы начинаете, а мы посмотрим. Давайте. Мы смазываем сковородку. Это растительное масло, да? Все верно. Берем ухват. Вкладываем тесто. Ага. Чуть-чуть поправляем. Так. И отправляем в печь. Отправляем в печь. Его мы тоже не переворачиваем во время приготовления. А то, что вот там дрова горят, это вот так и нужно, да? Да. Диана, с чем едят табани? Бессермяне. Со сметаной. Мы сейчас еще предлагаем со сгущенкой. Очень вкусно. Со сгущенкой вообще все вкусно. Вообще жители наши очень любят. Каждые выходные мы делаем туры выходного дня, готовим, и с удовольствием люди их кушают. Диана, сколько мы будем это готовить? Сколько примерно уходит минут на выпекание одного такого табани? Вообще все зависит от того, насколько сильно прогрето это все, насколько сильный жар. Вообще несколько минут. Ну, то есть это можно повторить только в том случае, если вы имеете, например, в своем доме или на своем дачном участке печь. В духовке такое не получится. Нет. Все, он у нас готов.
Красота! Приятного аппетита. Куар-нянь. Ну, нянь, я знаю точно хлеб по-удмуртски, а куар Лист. Тонкий, как лист. тонкий, как лист. Давайте Так, ну что, попробуем. будем пробовать? Совершенно исключительно. Ничего не сравнится с блюдами, которые готовились у печи. А к тому же такими замечательными, красивыми девушками. Спасибо еще раз за теплый прием. Спасибо за мастер-класс по приготовлению бисельмянских блюд. Было здорово, было очень вкусно. И в память о нашей встрече, это вам наша фирменная кружка. Надеюсь, она найдет свое место на вашей замечательной теплой кухне. Спасибо мы большое. приглашаем вас на ежегодный фестиваль межнациональной кухни Кенесгурт Бисельмяне приглашают. Вступайте даже в группу ВКонтакте, там будет вся информация. Спасибо! Команда проекта «Удмуртия со вкусом» вновь отправляется в путешествие по республике. До скорой встречи!